Шьамдылби араб ҳәынҭқарраҿы иқәынхо ҳџьынџьуаа бжеиҳан аԥсуа шьхаруа жәларқәа аибӷа, дала, ҵабала, асацқәа рхылҵшьҭрақәа роуп. Урҭ иреиуоуп аҭауад жәла маршьан ахаҭарнакцәагьы. Дара азижәтәи ашәышықәсазы Кавказтәи аибашьра ашьҭахь рыԥсадгьыл иаҟәгахеит. Иахьатәи ҳанҵамҭа изкуп ҩнызқьи жәҩашықәсазы нырцә Шьамтәыла иаҵанакуа атәылаҿацә еилькунеитра аҟнытә зҭаацәа ирыцны зыԥсадгьыл ахь ихынҳәыз ҩажәиба шықәса зхыҵуа арԥыс Џьумарҭ Маршьан. Джумарт, поделись с нами своими воспоминаниями, связанными с первым визитом в Абхазию. Какие эмоции ты испытал? Что для тебя было самым неожиданным, самым удивительным? Что меня удивило, вот то, что это страна с большой, огромной развитой природой. В первую очередь, первое впечатление было о природе. Вот как мы приехали, через 3 дня мы вышли на набережную Мухаджиров вместе со знакомыми, прошлись. Конечно, у нас в Абхазии очень обвораживающая природа, то есть море, до этого не было такой возможности, можно сказать, и в Сирии, что рядом море было, волны, то есть это обвораживает с первого взгляда. Мы прошлись, дошли до набережной Мухаджиров, до статуи, относительно сфоткались. Вот это первые воспоминания по приезду. То есть нас приняли очень хорошо. Несмотря на то, что мы не понимаем язык, были люди, которые нам на тот момент и переводили. Но со временем уже потихоньку мы влились, получается, относительно изучая уже русский язык в школе и работая параллельно в других местах. То есть потихоньку набирается опыта в разговоре, самый важный опыт относительно языка, он набирается, и со временем, получается, набираются и друзья. Маршьан Самири Гульфаġ Ламией занаатла инженерцәоуп. Самир мачара иҟоу арԥхарҭақәа руакаҿы еиуеиԥшым ауҭраҭых ааирыхуеит. Самири Ламией ирыхшеит хҩык ахшара. Аиҳабы Џолан Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет афизика-математикатә факультет диплом-ҟаԥшьла далгеит. Уажәы амобилтә еимадара амобаилаҿы аус иуеит. Раҳәшьа Саҭанеи деиҵбуп. Уигьы лашьеиҳаб еиԥш афизика-математикатә факультет алхит. Ахԥатәи акурсаҿы дтәоуп. Расскажи немножечко, Джумарт, о своей семье, о вашей жизни в Сирии. Вы с детства знали о своем происхождении? Да, конечно, у нас с детства воспитывалось то, что мы являемся, получается, мухаджирами, то есть потомками мухаджиров. В нас воспитывали именно, получается, правильное поведение относительно в обществе, относительно дома. То есть данные моменты воспитания всегда присутствовали. И Апсуара, и Адыга-Хадзе, получается. И те моменты были затронуты именно в воспитании и в взрослении, в этапе взросления. Всегда присутствовало. Менталитет, он сильно не изменился. По приезду сюда он закрепился, можно сказать. Џьумарҭ Аԥсныҟа данаа бжьы шықәса ракәын ихыҵуаз. Имаҷым аҭаацәа зыниаз ауадаҩрақәа, аха ргәы кармыжьит. Зны рхатә харџьла аҩны аархәеит Гәдоуҭа араион Хыԥсҭа қыҭан. Анаҩс ииасит Аҟәаҟа, аҳабла ҿыцахь. Уажәы инхоит Мачара қыҭан, далаа рымҩала. Аԥсадгьыл ахь архынҳәраз аҳәынҭқарратә еилакы ақәҵарала ҳџьынџьуаа ирыздыргылаз ахыбрақәа руакаҿы. Раԥхьа абызшәагьы рыздыруамызт, аха аамҭа кьаҿк иалагӡаны уигьы шьҭыркааит. Джумарт, с какими трудностями ты сталкивался в процессе адаптации и как тебе удавалось их преодолевать? Основной барьер изначально являлся языковым. Изначально то есть русский язык вообще не присутствовал. По приезду сюда мы поступили уже в школу. Мы приехали относительно к концу 2012 года. Там на тот момент были и зимние каникулы, и относительно, получается, по окончанию зимних каникул я уже поступил в первую школу имени Баграта Шынкуба, и на тот момент сразу нас представили, и друзья очень приятно встретили, то есть по окончанию сразу урока начали у нас спрашивать, а я язык на тот момент не знал. Пришлось жестами разговаривать, понимать друг друга.
Основной язык был, основной, точнее, барьер был языковой. И проводились, получается, в первой школе языковые, можно сказать, уроки для репатриантов относительно. Однако такого опыта в разговоре невозможно сразу получить. Для того, чтобы преодолеть данный момент, нужно окружить себя только русским, абхазским языком, для того, чтобы понять, выучить быстрее. И получилось это, можно сказать, ближе к 8 классу. То есть 8 класс я поступил уже в Башаран колледж. На тот момент это Гагарский лицей-интернат. Его называют Башаран колледжем. Вокруг только был русский язык, и мне пришлось, то есть, разговаривать и учиться разговаривать, и диалог выстраивать. И на тот момент уже в 8 классе я уже очень хорошо знал русский язык. Основной барьер был языковым. Как себя вести, как себя преподносить, это уже закладывалось с детства. Все остальное очень легко проходило. Джумарт, что касается абхазского языка, ты на данный момент им владеешь? Нет, не владею, я понимаю определенные, то есть выражения, определенные высказывания, но не разговариваю. Выучить могу, могу и прочитать, но вот относительно разговора у меня что-то не получилось, можно сказать. Я стараюсь иногда почаще разговаривать на абхазском языке с друзьями, которые владеют им очень хорошо. Пытаюсь выучить какие-то выражения. То есть на данный момент все идет в ногу. Ну, надеюсь, у меня получится. То есть нет никаких препятствий, которые бы тебе помешали овладеть абхазским языком? Нет никаких препятствий. Ну, как я уже говорил, вот языковой барьер, он присутствовал, но его преодолевают в основном в разговоре. Ты должен окружать себя людьми, которые разговаривают и владеют им очень хорошо. И относительно это друзья. Я стараюсь с ними, конечно, разговаривать, пытаться на абхазском, но вот относительного понимания я достигаю только на русском языке. Но бывают моменты, и когда я сам что-то говорю на абхазском, чтобы как-то развивать. Джумарт абыж бит класса хынза ацарайцун баграт шинкба ихидзху акопи апсу бжарат школачы. Анеюс тисик цандрыпш ахаблачы иху Башаранпи аколледж ашха. Уака яра иштикайт англыз бызшви, атырк бызшви. Арпас яжа курыла урташук сквертагдзины ирхайт хузмадзам адырракуй авизши бзекуй. Джумарт, расскажи, пожалуйста, о своих школьных годах. Было ли сложно тебе найти общих друзей? Какие предметы тебе больше нравились и легко ли тебе давалось обучение? На тот момент единственным, можно сказать, предметом, которым можно было заниматься, и чтобы он нравился, была математика. Но со временем уже освоением языка, ближе к 8-9 классу, мне уже начала нравиться химия и биология. И на основе уже данных, можно сказать, предметов у меня появились целые цели и планы поступить уже по профессии, на которой вот я уже поступил и отучился. Более научная часть, но и относительно гуманитарной части, можно сказать, я тоже занимался хорошо историю, обществознание. Когда я уже поступил в Гагарский лицей-интернат, на тот момент, сейчас имени Канджаря, я поступил, а там уже система самообразования уже тяжелее. То есть мне приходилось разговаривать и заниматься еще лучше, чтобы понять сами предметы. Сама система образования была еще тяжелее. То есть для того, чтобы развиваться в плане учебы и в плане знаний, мне нужно было уже быстрее обучиться русскому языку. Это способствовало, можно сказать, развитию именно разговорного, не только разговорного, но и самой лексики, самой грамматики именно в русском языке. А что касается методики преподавания вот в Сухумской школе, и если сравнивать с колледжем, да, тебе где легче было? Легче? На самом деле это дело привычки. То есть изначально мне было тяжело и в первой школе, а потом я потихоньку привык. В Гагарском лицее-интернате больше всего упиралось на развитие английского языка и турецкого языка. Но со временем, получается, и я тоже привык.
И потихоньку, то есть более легко начало проходить время именно в плане учебы. Помимо обычных русских предметов по биологии, физике, математике, алгебре, геометрии, то есть и преподавались англоязычные, получается, предметы. Это английская биология, английская физика, английская алгебра, геометрия, помимо русских предметов, получается, вот, предметы, которые проводились на русском языке. Вот. А легко ли было тебе найти общий язык с друзьями? Как вообще преподаватели к тебе относились? В плане учителей и в плане самих учеников, то есть они очень хорошо меня приняли, и в плане друзей мы быстро сдружились, быстро нашли общий язык после понимания самого языка и изучения его, потому что на тот момент я еще был, можно сказать, в более подростковом возрасте, а именно дети, они быстро впитывают информацию, и благодаря этому, можно сказать, общий язык быстро можно найти. Азнат алхра аамтанай арпыс а медицина игу асцей, дакталит апсныпи ахюнткарат университет а биохимият факультет. Уи диплом хапшла их хиркши, юнизки ювепш башуксазы. Июз а диплом усунтаги и рейх цухаял кахи. Уяхутак анылит а университета джейтызуа от цаара дырт статьяква ризга. Ну, все началось с 9 класса. Я уже интересовался на тот момент химией. И в целом мой преподаватель предложил, можно сказать, мне, более сказать, можно сказать, даже привлек мой интерес именно в данную область. Я начал заниматься уже у нее, учиться у нее именно химии, биологии. То есть в каком-то плане как репетиторство это все проходило в школе. И потихоньку закладывалась уже цель стать врачом. И в целом данная цель, она держалась в течение 3-4 лет до момента самого поступления. Джумарт, расскажи, пожалуйста, как прошла твоя студенческая жизнь? Поделись с нами самыми яркими воспоминаниями. Студенческая жизнь, она прошла, можно сказать, слишком быстро. Хотя это и 6 лет обучения, она прошла очень быстро. Из более ярких моментов это момент поступления в первый учебный день. А так остальное все происходило очень быстро. Ярких моментов очень много. Я очень рад, что я поступил, если честно. Я обрел очень много друзей в процессе, получается, обучения. Обрел очень многих советников. И до сих пор мы поддерживаем связь. То есть, несмотря на то, что мы уже закончили, связь все-таки продолжается. То есть мы поддерживаем и дружбу, и в целом работу. Ирцевичарабч гырыла Джумарт юнизки ювепш башуксазы нейпит аща а биохимия от цаара язгу а лабораторияжа аусура далагит. Абар уевшта юшуксы цойт вакам чибжиках юмш лаборант и хабыс аус и уешти. От цаара дырра и цайуй, дагез шлымхау. И юз шерепш ерги от цаара дырт конференция ква и чшилы ерхуит, а статья и ювейт. А лаборатория же арпас и чапхи и вкылу ахакукыхадаква дырзаткалы. Я устроился на работу по предложению моего на тот момент преподавателя, на данный момент коллеги уже, на 5 курсе, уже ближе к февралю. Он мне предложил поработать. На тот момент мне и практика сама тоже была нужна. Я согласился, и в целом с того времени, получается, уже 2 года я уже здесь работаю. Ну, в основном моя деятельность заключается в своевременном выполнении анализа, более точном и достоверном. Под это подразумевается своевременно, получается,
прием биоматериала, последующая обработка его, то есть проведение определенных процессов для получения нужного нам биоматериала и последующая работа с ним, то есть исследование данного материала. Работа проводится на двух анализаторах. Это полуавтоматический и автоматический анализатор. Моя работа в основном проводится на автоматическом анализаторе. Проводится контроль качества изначально, затем происходит основное выполнение анализа. Все происходит автоматически и выдает в основном более быстрый, более своевременный результат. Также я участвовал в научных конференциях GLP Planet в прошлом году и позапрошлом году. То есть научная конференция, она состоялась не в Абхазии, она состоялась в Санкт-Петербурге на более профильном уровне. Зеграԥхьаӡа сызлацәажәар сҭаху иара иаацара иоуп. Иан иаби ҭабуп ҳара сҳәар сҭахуп, абри аҩыза аҷкәын дахырааӡаз. Иахьа даҳдыруеижьҭеи акрааҵуеит, иара ҩышықәса аинститут аҿы аус иуеит, аха ҳастудент иакәын. Ара ҳаинститут аҿы иаанхогьы ирацәаӡам. Уи иаҳа хшыҩ змоу, анаука иалахәыр зҭаху хәыҷқәа роуп, нас ҳаԥхьаҟагьы ара иаанхо. Аԥшьбатәи курс аҿы аҵара даналага, абра даҳзааит. Напхгарагьы иҵарак анахьала акурсовыҩқәа роума, адипломниқәа роума иазҭо салагеит. Нас аусура далагеит ҳаинститут аҿы, алабораториа биохимических исследований уҳәозар, аҩыз димоуп, Лариса Уҭарыԥҳа ахәԥҳа. Коллектив бзиа далагалеит, уа иқәыԥшу рацәоуп, уигьы акраҵанакуеит. Ҳаинститут аҿы аус иуеит, аха ҳаԥхьаҟа иҵегьы аҵара иациҵар иҭахуп. Уи даара сгәы иахәоит. Иациҵар ииҭаху аҿгьы аҳақьым лабораторная диагностика иахьӡуп. Убри иҵегьы ҩышықәса ординатура сахьцо, нас Урыстәылаҟа аҵара иҵар иҭахуп. Аспирантуреи ординатуреи аҟынтә иалихыр акәын. Аспирантураҿгьы ординатураҿгьы адгылара иаҳҭоит ҳәарада. Хәҷык уазхәыц, аамҭа умоуп, уара ишуҭаху ҳаԥхьаҟа иаҳа ихузыманшәало, иаҳа ихуҭақәо адгылара уаҳҭоит ҳәа убас иабаҳҳәахьан, хәыцт, деиҭахәыцт, аха ординатура алихит. Ҳзгәыӷуеит, ҳманшәалахоит ҳа ҳаԥхьаҟа дҳақьымханы даҳбоит ҳәа. Иара иахьагьы дҳақьымуп, аха абри анаправление ала ординатура дахысны, ҩышықәса далганы, дманшәаланы, дхынҳәны, иԥсны ҳаԥхьаҟа ацхыраара аиҭоит ҳазгәыӷуеит. Даара дыҷкәына бзиоуп, даараӡа ааӡара бзиа имоуп. Излаҳалшо ала ҳидгылоит. Абар уажәшьҭа жәохә шықәса цоит Аҟәа ақалақь зегь иеицырдыруа акапицентр Мимоза ҳәа изышьҭоу аус ауеижьҭеи. Уи аадыртит Ҭырқәтәылантәи иааз ҳџьынџьуаа Денизи, уи иԥа Ерсини ажәанбақәа. Џьумарт уаҟа аус иуеит жәибжь шықәса анихыҵуаз инаркны. Иабжьызгазгьы иашьеиҳаб Џьолан иоуп. Акапицентр аҿы еснагь аус илашуеит. Аҵаалаҩцәа рацәоуп. Аха ус ишыҟазгьы, уи аиҳабацәа гәаартыла ҳрыдыркылт. Џьумарт иус дшазнеиуатәгьы ҳзеиҭырҳәеит. Работаю я с 14 лет. Впервые сюда вот пришел, устроился в 14 лет. Мой брат меня устроил. Начальные обязанности были в основном вот более слабые. То есть я учился заниматься делом, а относительно уже определенного времени, пока я учился, и обязанности прибавлялись. В основном сейчас я занимаюсь вот переплетом книг, термоперенос на футболки. Бывают заказы и относительно от школ, получается, выпускными лентами тоже мы занимаемся. Вот
настройка аппаратов новых. На данный момент именно такие обязанности. Для этапа взросления, можно сказать, и заработка уже своих денег, я уже сюда устроился и потихоньку начал зарабатывать для себя свои деньги. Меня вот приняли очень хорошо. Поначалу я учился делу, а дальше уже я начал заниматься, интересоваться уже другой деятельностью. Вот здесь поначалу это была определенная порезка визиток, листов, а дальше уже вот доходило для печати лент. Можно сказать, иногда принимаю заказы в случае отсутствия кассира. То есть такая замещающая должность в основном. Переплет, термоперенос я уже 2 года как занимаюсь, если честно. То есть поначалу я тоже не знал как. Первый раз попробовал на более легких вот таких переносах, на футболках. И дальше уже потихоньку это влилось в саму работу. Мне больше нравится разбираться в аппаратах. То есть как-то настраивать, делать, облегчать работу. С помощью аппаратов у нас облегчается работа относительно. Есть ленточные аппараты, идет его настройка, то есть освоение определенных знаний для работы с аппаратами. Первый мы познакомились с его братом. Они когда приехали сюда, брат начал здесь работать. Умный, очень аккуратный мальчик был. Потом ему показал нам Джамет. И Джамет после школы начинал 2-3 месяца здесь работать. Но видно был очень умный мальчик. Что ты показываешь, второй не надо, он сразу понимает. С его работать очень удобно. Очень удобно. Сейчас мы новые аппараты, например, покупали. Он сразу посмотрит интернет-видео, сразу установит и работает. Поэтому я очень рад познакомиться его. Такой мальчик очень редко. Он уже с нами 10 лет работает почти. Он хороший работник. После школы всегда сюда к нам приходил. Мы ему помогали, показывали. Он сразу узнал, научил работу. Очень качественно работает, очень хорошо работает. И нам помогает, и себе помогает. И так уже сколько лет с нами работает. Мы радуемся за него, он радуется за нас. Мы всегда дружим. Имаджи мараға Джумарт инапызлаку инаигзу. Аушьҭымҭа рзы алентақәа рыҟаҵара, амаҭәақәа еиуеиԥшым аҩырақәеи афотосахьақәеи рынҵара, адипломтә усумҭақәа ацәархаҵара уҳәа. Аԥхьа маҷк ицәыцәгьахазаргьы, хара имгакәа дашьцылеит, ишьҭикааит. Иара еснагь ихы аус адиулоит, ихала атехника ҿыц аусушьа ҭиҵаауеит, иаразнак инапахьы иааигоит. Иубаратәы иҟоуп иус гәыкала дшазыҟоу, бзиа ишибо. С разных школ к нам обращаются, точнее, уже либо по WhatsApp, либо уже приходят к нам в магазин. И основные заказы школ — это футболки для выпускных, ленты для выпускных. Относительно это новый заказ. Печать в основном воспроизводится на футболку. Именно фотографии идут спереди. Иногда бывает то, что и надписи сзади. То есть по-разному, кто как заказывает. Сама печать, она воспроизводится на этом аппарате. Он нагревается до 160 градусов, и после этого аппарат готов, то есть к выполнению заказа. Футболка, получается, ставится на данную платформу. И сам материал для печати, он располагается, получается, относительно куда нужно будет нанести его. И, получается, закрывается данный термопресс. И сколько времени вы ожидаете? Времени 16 секунд в основном. И То сразу есть бывает. Да, оно наносится и снимается либо пленка, либо сам материал. И результат такой. А ожидать нужно, чтобы оно высохло? Думаю, пару 5-10 секунд где-то так.
Относительно вот надписи, получается, вот здесь уже идет пленочный материал. Он вырезается на плоттере в основной части, вот где касса. И происходит его снятие, а после этого нанесение на этом же аппарате. Тоже 16 секунд, но он сразу снимается. Ну, единственное отличие. Ну, у нас также наносится и относительно абхазская символика, то есть мы интересуемся и нанесением данных символик на футболке. Очень много заказов, кстати, с цитатами на абхазском, то есть мы наносим и абхазский, получается, надписи, цитаты. Бывает и силуэт Ардзумба. Было много заказов, которые наносят силуэты и его цитаты. Зараз я попсат гилуп. Ну, это пленочный материал, получается, идет сопоставление, получается, вот разные части, и потихоньку он наносится на футболку. Вот данная символика, она вот поэтапно, точнее. При помощи применения данной же техники? Да, при данной технике. Март, расскажи нам, пожалуйста, как вы работаете с данным аппаратом и что вы делаете здесь? Данный аппарат, он подключается к компьютеру, далее через программное обеспечение настраивается дизайн. Это лазерный гравер. В основном гравируются, вот мы учимся, точнее, на данный момент гравировать уже бейджики, но вырезать вот примерно уже научились. То есть порезка картонов, трафаретов абхазского алфавита были вырезаны. Да. Данный аппарат помогает нам облегчить нашу работу и ускорить время. Здесь воспроизведена печать. Это на самом деле пробный вариант. Вот, когда мы пробовали, результат виден на самом деле вон там, мы его уже повесили. То есть вот это пробный вариант, относительно результат, который мы добились, пока я учился его настраивать, он там повешен. То есть для 10 школы мы сделали. Мы учились также вот, применять, то есть скачивались драйвера для данного аппарата на компьютер. Далее я смотрел определенные видеоролики по работе с ним, по правильной его настройке для термотрансферной печати на ленту, какие материалы именно нужны. То есть данный материал, он был уже заказан, но как с ним обращаться, как правильно настраивать, как правильно его выставить, настроить, данные вот, то есть тонкости изучались и уже применялись на практике. Шьамтыла из, аха зхатары издуней хопшри араqa ишьақәгылаз, аԥсуала ихәыцуа арԥыс, аԥсынра иԥсы иизаламхуа бзиа ибеит, аҩызцәа ирҳаит. Иаԥхьаҟагьы игәиҭоуп иҵара ацҵара, ирҳаз адыррақәа апрактикаҿы ахархәара, иԥсҭазаара зегьы Аԥсны адҳәалара. Жомарт, какие у тебя планы на будущее? В основном это поступить в ординатуру, улучшить свои уже профессиональные навыки, закончить, вернуться сюда и заниматься уже своим делом, уже с более высокой квалификацией, более профессионально. И, можно сказать, внести какой-то вклад именно в науку, именно в развитие науки, можно сказать, и относительно здравоохранения можно добавить об этом. То есть внести вклад именно в развитие медицинской отрасли в Абхазии. Что для тебя значит Абхазия на данный момент? Возникало ли у тебя желание вернуться в Сирию? На сегодняшний момент, вот в настоящее время, можно сказать, что Абхазия является моей родиной. Относительно обратного переезда, изначально, как мы приехали, в любом случае, любой ребенок, можно сказать, будет скучать по своему дому, по своему месту. Но на тот момент, можно сказать, еще в несознательном возрасте я не осознавал нормально, что это место тоже является моей родиной. Переехать у меня, можно сказать, желания нету. Можно поехать именно в гости на определенное время и обратно вернуться. Я уже Абхазию считаю своей родиной, своим домом. По-другому уже не может быть.